Герга бахасун сахам сараняна мот, дежгозалсон наенна бедслобоца галгаймот. Как один из древнейших языков мира, ингушский представляет интерес для науки. В нем много архаизмов, идиом. Изучение грамматического строя его, лексики, этимологии, параллели с другими языками может объяснить древнюю историю не только Ингушетии, но и других народов мира. Для каждой нации родной язык – это дар, который бережно передается из поколения в поколение. Именно это озвучивают сегодня в своих докладах сотрудники научно-исследовательского института. Ингушский язык для нашей нации издревле являлся не только элементом общения, но и хранителем истории, законов и морально-этических норм народной мудрости. Дал колледж вейн керч была мот бы, нянц дяц дагардер дуцш, цоняк дяхат вей дергиш, цедух малах чгалгачу без диетш без мот, согала вей ан гетч сагу. Кыч метташ эбеж сбуцр вейна дождац. Международный день родного языка они собрались вспомнить начало и обсудить перспективы, проследить все вехи появления и распространения ингушской письменности. Над этим работают научные деятели, преподаватели, представители ингушского регионального отделения Союза женщин. Каждый из них болеет душой за сохранение ингушского языка. В этом году мы отмечаем столетие ингушской письменности. Ингушская письменность проходила в своем становлении 3 этапа. До 1921 года это была арабская письменность на арабской основе, алфавит. С 1923 по 1938 годы это алфавит на латинской графике, и с 1938 года на основе кириллицы. Это тот алфавит, которым мы пользуемся по сей день. В научно-исследовательском институте гуманитарных наук над выразительностью и многогранностью родного слова усердно работают отделы литературы, фольклора и ингушского языка. Так и к этому семинару доктор филологических наук Лилия Тариева подготовила доклад о вкладе языковеда Николая Яковлева. Хар предложение мяжи мотик алжай автор. Цемяжи еще и лербузом тахкап с бузом хабеж он окосл дуке чильоляй. Латине алпыш цияздеш эрси метец ваших Бяхкап Яковлевыз щибол. Аллай синтекс составляется. Синтекс отеш авторцы Сандагуат Шханбеков, Азиев, Ахриев. Редактор Алексеевлар. Наряду с ними стоит и имя Заурбека Мальсагова, благодаря которому 1 мая 1923 года вышел первый номер газеты «Сердало», основателем и редактором которой был сам Заурбек Куразович. Всю свою жизнь он посвятил ингушскому языкознанию и оставил немало трудов после себя. Наиболее значимая его научная работа – это ингушская грамматика, которая была написан в 1925 году, то есть вышел он в свет в 1925 году. Эта работа была на русском языке со сборником слов, ингушских слов с переводом. И в 1926 году эта же работа вышла на ингушском языке, уже работа была переведена самим автором. И вот нужно отметить, что по сегодняшний день вот эта ингушская грамматика, она не потеряла свою актуальность. Вот до сих пор мы даже вот в своей работе и студенты, люди, которые занимаются именно вот лингвистикой, они до сих пор пользуются этой работой. Сегодня причин невладения родным словом много. Лояльное отношение к изучению ингушского языка, большое влияние русской речи и иноязычных цифровых носителей. Несмотря на слаженную работу министерств, НИИ, школы и СМИ, говорящих на родном языке все меньше. Именно это и послужило причиной обретения статуса уязвимой. Мы все сегодня должны любить в первую очередь свой язык, знать его, общаться на нем. И поэтому данная тема, на мой взгляд, будет актуальна всегда. И подрастающему поколению мы должны, на мой взгляд, такими вот мероприятиями прививать любовь к родному языку, к родной литературе. То есть это все взаимосвязано. Участники семинара напоминают, пока жив ингушский язык, вместе с ним будет существовать и наша национально-культурная идентичность, а его сохранение – первостепенная задача каждого языкового носителя. Хавагагиева, Джамалиль Султыгов, Новости 24.